Короче, так вышло, что мы снова пошли в поход. Так вышло, что я снова взял с собой камеру. И так вышло, что я снова снимаю влог. Вот. Как вы знаете, эпидемия, коронавирус, но из-за этого большой поход создать нельзя. Но маленький, на пару часиков, с не очень большим количеством человек, все же удалось. Мы, как всегда, собрались, вышли и пошли. Было, на удивление, хорошая, ясная, теплая погода, что максимально странно для северных регионов, прославленных холодом страны. Потом пошли по городу, что сильно отличается от прошлого похода. Далее, дойдя до забора, мы прошли прямо сквозь него, почти, конечно, прям как в косой переулок. Пусть, конечно, волшебные предметы здесь нельзя купить, но зато можно даром взять волшебные воспоминания и сказочные впечатления. Ведь с этого места открывался прекрасный вид в чудесные дали. Этим видом наслаждались не только мы, ведь чуть ниже от нас находился чей-то шалаш. Пустой, конечно. Ой, смотрите, какой милый песик! Мы стали располагаться. Разожгли костер, расстелили постилку, и достали гитару, конечно. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей, голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей, голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама. На, так сказать, ланч были сосиски. Много сосисок. Всего почти 100 штук. 80 или 90 где-то. Во время полдника мы заметили катер, плывущий по реке. Кого-то осенило, что какое множество людей живет внизу. И кто-то начал орать. Еще немного посидев и попив чаю, мы отправились назад. На улице уже стемнело, и мы шли по сказочному вечернему городу назад, в гимназию.